Третий день Петербургского международного экономического форума. Результаты команды Радия Хабирова. Подписано соглашение с Московским государственным институтом международных отношений. На базе МГИМО появится возможность целевой подготовки специалистов для экономики, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы нашей республики. На основе инвестиционного соглашения властей Башкортостана с компанией «Таврос», которые также подписали на Петербургском международном экономическом форуме, в Белебеевском районе нашей республики создадут предприятия по глубокой переработке и получению охлажденного мяса и колбасных изделий. Рациональное и бережное недропользование в республике – цель еще одного заключенного соглашения на Питерском международном экономическом форуме, на этот раз с Росгеологией. Сотрудничество правительства Башкортостана и государственной компании развития ВЭБ РФ поможет модернизировать сеть пассажирских перевозок в Уфе. Впереди много событий. Одно из них – подведение итогов ОСИ национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В первую очередь хочу приветствовать наших руководителей субъектов Российской Федерации. Спасибо вам большое, что ежегодно с нами, с предпринимателями помогаете создавать инвестиционный климат благоприятный в нашей стране. Я попрошу вывести результаты рейтингов на экран. У нас появились новые регионы в топ-10. И первая пятерка. Республика Башкортостан, 5-я позиция. Тульская область, 4-я позиция. Тюменская область, 3-я позиция. Республика Татарстан, 2-я позиция. Москва, 1-е место. Поздравляю коллег. Одной из сенсаций, я бы сказал, этого рейтинга, этого года стал рывок, который совершил Башкортостан. Честно скажу, мы ждали, что результаты будут позитивны, но не ожидали, вот я лично не ожидал, что это будет настолько. Мы привыкли сравнивать две республики, Башкортостан, Татарстан, говорили, вот есть старший брат, Татарстан, у него такой опыт, там все, вот Башкортостан как-то надо там, а сейчас практически мы сравнялись, потому что разница осталась минимальной. Пожалуйста, расскажите. Спасибо, уважаемый Андрей Ремович. Уважаемые коллеги, конечно, мы еще вот в таком приятном шоке находимся. Башкортостан вошел в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности. И несколько соображений в связи с этим. Первое. Мы, на самом деле, прошедший год и предыдущие годы просто очень дисциплинированно и прилежно выполняли все те рекомендации, которые шли по линии оси, понимая роль и значение вот такого сотрудничества. Мы, кстати, в прошлом году сразу, не задумываясь, приняли решение войти в пилотный проект по социальной национальной инициативе, потому что мы точно видим, что здесь большая перспектива и потенциал для улучшения теперь уже социальных показателей нашей республики в целом в стране. Второе, мы сегодня все, конечно, должны сказать спасибо бизнесу за прошедший год. Этот год нам позволил укрепить те мостики доверия, те мостики взаимопонимания и дружбы, которая зародилась между властью и бизнесом. Если говорить о республике, это тоже очень конкретные, простые вещи. Мы приняли 3 пакета мер. Общая стоимость их в целом 46 миллиардов. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов. И это, конечно, такое особое доверие и особое уважение, которое закладывает, мне кажется, хорошие перспективы на будущее. Мы весь этот год и предыдущие годы занимались очень внимательно, кропотливо созданием инфраструктуры, развития и поддержки бизнеса. Решали и создавали новые административные, в том числе инструменты, которые я хотел просто обозначить. Безусловно, это глубокая погруженность главы субъекта и руководителей ведомств. Поэтому мы это делаем в рамках наших инвестиционных часов, которые мы глядели, я всегда это говорю, о Андрее Юрьевиче в Московской области, как очень эффективный инструмент. Но мы пошли дальше. Мы каждый четверг в нашей республике, это святой день, это час предпринимателя. Все главы муниципалитетов в четверг
в разное время, правда, проводят час предпринимателя, где решают только вопросы, связанные с развитием и поддержкой бизнеса. Мы ввели институт бизнес-шерифов. Это должность заместителя главы муниципалитета. Никаких иных полномочий он не выполняет, только поддержка бизнеса. И мы прекрасно понимали, что мы хотели иметь не просто чиновника, мы хотели иметь партнера, поэтому назначение бизнес-шерифа происходит только с учетом мнения деловых сообществ, которые работают, собственно, в этом муниципалитете. Все это вместе, мне кажется, создало такую вполне рабочую и комфортную историю для поддержки и развития бизнеса. Ну и, конечно, мы постоянно учимся у наших коллег. Андрей Иванович сегодня совершенно справедливо сказал, мы учимся, мы конкурируем с нашим добрым соседом, с братской республикой Татарстан. Мы подглядываем и смотрим на лучшие практики, которые есть в Москве, Московской области, Белгородской, Калужской. Я всех, наверное, не перечислю, поэтому я хотел сегодня поблагодарить всех своих коллег, глав субъектов, управленческие команды за то, что мы все вместе очень дружно прошли этот сложный год, и ничего нам на самом деле не страшно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Радик Фаритович, я хотел бы обратить внимание вот на тот момент, который сейчас был вами обозначен. Успех региональных реформ, успех улучшения бизнес-климата ключевым образом зависит от того, как в эту работу включены муниципалитеты. И я считаю, что вот опора вашего прорыва – это вот эти вот самые шерифы. Мне не очень нравится, сейчас скажу название, но, наверное, оно теперь приживется. Понимаете? И, конечно, у меня просьба агентства стратегических инициатив, надо обязательно изучить этот опыт, как работает этот институт. Потому что он, конечно, заслуживает распространения, тиражирования. Это одна из лучших практик. И она не просто, так сказать, назывная, она, с моей точки зрения, является одной из главных составляющих вашего успеха. И спасибо вам большое. Радик Фаритович, мы вас поздравляем. Всю нашу команду, всю республику поздравляем. Достойный результат. Я посмотрела там 23, 16, 9, 5 поступательные движения. Ну, вот я, честно говоря, еще не переварил. Это огромное достижение нашей команды, нашей республики, нашего бизнеса. Сейчас вот сяду, переварю немножко и порадуюсь. Ну, будем радоваться вместе. Это же большая коллективная работа. Конечно. Во-первых, спасибо бизнесу, конечно. Очень много ведь в этом рейтинге оценочных категорий, когда бизнес оценивает нашу работу. И то, что мы так довольно вошли в пятерку лучших регионов страны в этой части, это в том числе оценка бизнесом нашей деятельности. Вроде бы то, что касается бизнеса, ну, вроде счетная, математика, деньги и прочее, но там есть еще очень нравственный момент. Потому что все это время мы с бизнесом были честными. Мы их не обманывали, мы их не подводили и всегда отвечали за свои слова. Поэтому мне кажется, вот это в том числе тоже работает. Это очень важно. И вот то, что у нас новые инструменты, институты, бизнес-шерифы, то, что у нас новые методы. Ведь мало придумать деньги, но ими нужно правильно распорядиться, нужно доверие нужна вызвать. инфраструктура, организационное решение. Мне кажется, я говорю, наверное, мне лицо сияет. Это успех. Это успех. Знаете, мне всегда хотелось, чтобы Башкортостан всегда звучал на верхних таких столбиках рейтинга в хорошем смысле. И вот сегодня, да вот я даже своим коллегам, они такие все ходят здесь, знаете, плечи развернутые, и они несут гордость, что они из Башкортостана. И вот это вот так вот. Тот башкир с папочкой. Тот башкир с папочкой, их много здесь. Спасибо. Спасибо. Первое, что хочу сказать, спасибо, что нашли время, возможность, очень хотели с нами видеть. Огромное вам спасибо. Вот с момента нашей с вами встречи, это год назад где-то было, и когда вы нам предложили различные варианты взаимодействия с агролизингом, мы существенно ситуацию с техникой поправили. Вот мы закупили за прошлый год техники, которые, наверное, очень давно не покупали, так много. И благодаря этой технике, собственно, у нас и настроение неплохое.
тяжелая засуха же у нас была. У нас 4 недели было. Тем не менее, мы все сделали. Сейчас еще где-то досеем и вперед. У нас там перед нашими селянами есть определенные небольшие долги, бюджет у нас немножко напряженный. Поэтому что хотел просить. Первое, чтобы вы нас всегда видели в качестве ваших партнеров. То есть мы, начиная вот и сейчас, и даже сейчас у нас идет процесс, и со следующего года более интенсивно мы будем закупать технику. Поэтому в этой части вот всегда понимаете, что мы крупный регион, который будем. Мы хотели просить наших селян поддержать немножко вправо, да, сдвинуть некоторые какие-то моменты. Но это индивидуально все нужно обсуждать, если таковая возможность есть. Но подчеркиваю, что у нас намерение закупать технику, оно не остановилось. И вот мы прям, образно говоря, к 2024 году полную модернизацию сельхозтехники мы хотим осуществить. Поэтому спасибо огромное. Ратвич, спасибо вам огромное за возможность встретиться, сверить часы. Мы действительно там не то что видим, мы считаем и будем считать, и будем продолжать считать республику надежнейшим нашим партнером. С точки зрения позиционирования регионов Росагролизинга, наиболее динамично развивающийся по приобретению техники этого, за что мы вас отдельно благодарим. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Алексей Сергеевич, вот вы на нашем стенде здесь, на Петербургском международном экономическом форуме, и у нас одна из составляющих сторон – это ЦУР с той стороны. Я считаю, что, во-первых, большое спасибо за такую идею, что вы Центр управления регионом вытащили на Пойдемте туда, заодно и форум. посмотрим. Давайте. Так, эта идея была главы. Это очень здорово, потому что на самом деле это многие пытаются здесь отразить на экранах какие-то процессы, которые показывают, но мало кто говорит о том, какими инструментами это обеспечивается. А пойдемте, я вам покажу заодно. На самом деле это происходило в Московской области и у вас. Вообще, если взять сам ЦУР, у нас он состоит из 3 составляющих. Социальная, жалобы жителей, дальше информационная. И 3-я составляющая – это наше ноу-хау, это экономическая аналитика. Это можно сделать в разрезе по регионам, либо по проблемам. Вот. И следующая... Разработка ваша собственная, да? Разработка наша собственная, нашего Министерства цифрового развития и государственного управления. Да, это наши коллеги, все молодцы. Вот здесь много панелей, если посмотреть. Это вы сейчас переходите на социальные коммуникации. Это наши инцидент-менеджмент и госуслуги, да. Это основная наша панель. Ясно, да. Если обратить внимание, у нас сейчас 173 тысячи с даты запуска, да. Вторая платформа, на которой мы работаем, это госуслуги, жалобы, платформа обратной связи, да. Вот, например, одна из панелей – это обеспеченность всеми объектами социальной инфраструктуры в разрезе муниципалитетов. По каждому направлению можно посмотреть, где чего не хватает. То есть это некий шаблон или паспорт территории. Также в разрезе основных показателей по каждой территории. Очень здорово. Я бы с большим удовольствием, как мы договорились с Радием Фаридовичем, приехали бы подробнее с экспертами, посмотрели, как реализованы, сделаны все эти дополнительные модули, потому что основная задача организации, которую я возглавляю, «Диалог региона», это, собственно, поиск лучших практик и масштабирование их в федеральном масштабе. Собственно, так же, как мы для всех регионов постарались максимально адаптивно отразить опыт Московской области и других регионов, точно так же мы готовы использовать и башкирские решения в федеральном масштабе. Надо протестировать, посмотреть подробно и сделать этого доступно. Будем ждать, готовы и лучшее у других использовать, и своим делиться. Да. Мы такие. Спасибо огромное. Спасибо. Ратвич, у нас у единственных, кроме Московской области, у них тоже есть на стенде ЦУР. У нас есть на стенде Центр управления Республики Башкортостан. Это одна из сторон. Вот вы как к этому относитесь? Как? Положительно, собственно. Мы обсуждали, какой должен быть наш стенд. Он один из самых креативных, один из самых лучших на форуме. Люди к нам в нашу пещеру Шульганташ заходят селфи делать. А ЦУР это презентация нашего ЦУРа. Я ведь когда говорил, что мы построили ЦУР, которого нету вообще такого масштабного, такого продуманного в стране. Это будет в части, скажем так, стен, это лучший ЦУР. А вот чтобы он стал лучшим в плане содержательного, еще надо поработать. Мы как раз на марше находимся в этом вопросе. 10 июня там уже в ЦУРе пройдут первые мероприятия, и ЦУР начинает работать. Это тоже наше достижение.
и тоже один из движков для движения вперед. Да, безусловно, безусловно. Там вся аналитика будет собрана, там вся информация, и она нам будет выдавать какие-то определенные решения. Спасибо. Спасибо.